С вами Азбука Инвестора, я Марианна Минскер. Здравствуйте. Тема этой программы – фьючерсный контракт на фондовый индекс РТС. Фьючерсы на индекс РТС дают возможность как для хеджирования рисков по портфелям акций, так и для игры на росте или падении фондового рынка. Сегодня фьючерсы на индекс одинаково доступны как для крупных инвесторов, так и для участников рынка с более скромным капиталом. Оборот срочной секции Forbes с июля прошлого года по июль нынешнего составил немногим менее 10 триллионов рублей. При этом основной объем приходится на торговлю фьючерсными контрактами, а самый ликвидный – фьючерсный контракт на индекс РТС. Индекс РТС сегодня один из основных показателей состояния российского фондового рынка. В базу расчета этого индикатора входят 50 акций российских эмитентов. Он рассчитывается в режиме реального времени в течение всей торговой сессии на основании данных о сделках, заключенных на классическом рынке РТС. При этом фьючерсы на индекс РТС исполняются не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов. Заключая сделки с фьючерсами на индекс РТС, участники торгов принимают на себя обязательство оплатить или получить разницу между ценой сделки и ценой исполнения фьючерсного контракта. Эта разница называется вариационной маржой. При этом цена исполнения контракта считается исходя из среднего значения индекса РТС за последний час в последний день торгов. Фьючерс на индекс РТС может быть полезен в самых разных ситуациях. Его можно использовать для покупки и продажи всего российского фондового рынка. Также есть возможность с его помощью совершать сделки с модельным портфелем акций, ориентированным на структуру индекса РТС. Наконец, основываясь на принципе диверсификации, на его основе можно вести управление портфелями, не коррелирующими с инструментами, применяемыми для расчета индекса. На основе фьючерса можно создавать синтетические позиции на индекс акций второго эшелона, а арбитражеры могут использовать индекс для построения различных арбитражных и спекулятивных стратегий с использованием фьючерсов и самих акций на спот-рынке. С мая этого года участники рынка могут торговать фьючерсом на индекс почти до полуночи. Это еще более приближает его к западным аналогам. Профессионалы говорят, что благодаря ликвидности индекса на нем уже сегодня отлично работают все правила технического анализа, а системный риск является крайне низким. Это значительно снижает нагрузку на трейдера и помогает сэкономить время и силы. Наш эксперт Ярослав Кабаков, ректор учебного центра «Финам». Ярослав, скажите, а можно утверждать, что фьючерсный контракт на индекс РТС больше подходит для спекуляции, чем отдельная акция? Да, с некоторой долей условности так сказать можно. Связано это с тем, что фьючерсный контракт на индекс РТС в первую очередь достаточно ликвидный инструмент. Во-вторых, на рынке присутствует достаточно большое количество участников. И индекс РТС – это определенное усреднение по многим бумагам, что делает фьючерс на индекс пригодным для теханализа. Кроме этого, во фьючерсе можно пользоваться весьма значительным плечом. Все эти факторы сподвигают все большее количество спекулянтов работать на фьючерсном рынке. Получается, что для инвесторов фьючерс на индекс РТС бесполезен? Конечно, инвестиционным в полной мере фьючерсный контракт назвать нельзя, так как он со временем, вместо того, чтобы сохранять свою стоимость, как правило, наоборот ее теряет. Однако, это в долгосрочной перспективе. Если говорить о среднесрочном и краткосрочном инвестировании, то можно прибегать к покупке фьючерсных контрактов на индекс РТС. Таким образом, инвестор говорит, что рынок будет расти не выборочно, а фронтально и избавит себя от формирования индексного портфеля. А в России есть альтернативные форекс-площадки, где тоже торгуются производные инструменты? Да, конечно, есть, например, секция срочного рынка на ММВБ. Там котируются различные срочные контракты, например, фьючерсы на индекс ММВБ, фьючерсы на доллар, евро, валютную пару евро-доллар. Единственное, что стоит учитывать, когда мы говорим о срочном рынке России, что на площадках, отличных от Форекса, ликвидность в сравнении с последними будет на порядок ниже. Сегодня срочные инструменты все более популярны среди участников фондового рынка. Но кроме фьючерса на индекс РТС, есть еще и фьючерсы на отраслевые индексы. Это индекс РТС «Потребительские товары и розничная торговля», индекс РТС «Телекоммуникации» и индекс РТС «Нефть и газ». Фьючерсы на отраслевые индексы весьма похожи на фьючерс на индекс РТС, но их ликвидность заметно уступает ликвидности фьючерса на индекс РТС.
Но главное достоинство срочного рынка по сравнению с рынком спот – это низкая комиссия. Это существенно снижает издержки трейдера и позволяет добиться высоких результатов во внутридневной торговле. С вами была Марианна Минскер, спонсоры показа ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга Финам, и ООО «Компания БКС», входящая в финансовую группу БКС. Удачных вам инвестиций и до встречи!